Возвращаясь к взаимодействию с Китаем, сотрудничество двух стран проходит не только в экономической или промышленной плоскостях. К сожалению, помощь оказывается и при ЧС. В августе этого года в китайском городе Тяньсине прогремел взрыв на складе с опасными химикатами. Пострадали несколько сотен человек, более сотни погибли. Тогда МЧС России одним из первых предложили помочь. Спасатели готовы были направить к месту обрушения авиационную технику с оборудованием для тушения пожаров. Кстати, в декабре этого года МЧС России отпразднует 25-летие. В честь этой даты на карте Якутии появился пик 25 лет МЧС. Такое название теперь носит гора высотой 2409 метров на хребте Аганинского Аймяконского района. Продолжит тему Сергей Алексеев. Господствующая вершина доселе безымянной горы в Аймяконском районе возвышается над Аганинским хребтом и является его самой высокой точкой. И эта гора стала основной целью учебно-тренировочных сборов спасателей Республиканской службы спасения. У нас в службе мы приняли план сделать 25 добрых дел. И одно из них – это восхождение на гору, которая не имеет названия. Неповторимые по своей красоте и редконаселенные места Якутии все чаще привлекают отечественных и зарубежных туристов. Поэтому одна из основных задач учебно-тренировочного сбора – это отработка поисково-спасательных работ в горах. Туристы идут в горы, сплавляются по рекам категорийным, и нам нужно быть ко всему готовым. За день до восхождения спасатели вышли на разведку, чтобы узнать пути подхода к вершине. Там же группа получила инструкции, а также отработала алгоритм действий при возникновении ЧС. Бойцы закрепили навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим и ориентирования на местности. Они получают практически опыт хождения по разным склонам, снеговым, травянистым, каменистым и так далее. В день штурма вершины погода испортилась, дул порывистый ветер и выпал обильный снег. Кроме того, накануне спасатель Дюлустан Красильников повредил ногу. Но оставаться в базовом лагере он наотрез отказался. Восхождение на вершину для него стало отдельным испытанием характера. Пришлось принять обезболивающее, что очень помогло мне на восхождении. То есть боль утихла, и я продолжил путь. Шквальный ветер, снегопад и практически нулевая видимость не помешала спасателям достичь вершины. Там, по традиции, они поставили тур с запиской и новым именем горы. На обратном пути спасателей между желтым и черным прижимами из-за снегопада и резкого потепления образовался гололед. На скользком склоне петли съехал с дороги грузовичок и забуксовала многотонная фура, перевозившая в Магадан арбузы. Спасатели помогли дорожным службам отсыпать дорогу, давая возможность дальнобойщикам миновать опасный участок. Командировка закончилась, группа закрепила необходимые навыки, а на карте Якутии появилось новое имя – пик 25 лет МЧС. Это особый подарок коллегам со всей страны от якутских спасателей. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, Якутия день за днем.